Вообще по образованию я инженер-системотехник, то есть по сути дела технарь. И развивалась я в этом направлении, то есть работа с компьютером, это очень интересно. Ну, я всегда чувствовала в себе потребность создавать что-то своими руками. Очень нравилось вязать. Мама меня научила в 9 лет вязать. И я создала очень много изделий для своих родных. Творческий поиск, он стал успешен тогда, когда я увидела в интернете цветочек очень загадочный такой, непонятно созданный, такой интересной формы, цвета, и меня так это впечатлило, так заинтриговало. Нашла наконец какую-то информацию о войлоке, стала двигаться дальше, изучать. Купила мастер-класс, несколько мастер-классов. Это древнетюркское вообще ремесло. И в определенное время оно именно утилитарную свою функцию выполняло. Люди украшали эти изделия, то есть здесь соприкасалась утилитарность и творческая линия. Таким образом рождались художественные произведения, которые жили у нас в нашем народе. Я учусь у опытных мастеров. Это люди, которые в авангарде, это преподаватели мирового уже уровня. Я перенимаю их опыт, трансформирую через себя и привношу в наше национальное декоративно-прикладное искусство эти техники и пытаюсь создать изделия, используя эти технологии, но в то же время я соединяю с нашим национальным колоритом. Пытаюсь создавать изделия аутентичные, но в то же время они классические, современные. Для того, чтобы эти изделия были носибельные, они нас радовали в быту, то есть были такие утилитарные, живущие своей жизнью изделия, чтобы они вошли в обиход, они были элементами образа, акцентом в образе, обогатили свой образ элементами этностиля. Вот это моя цель. В этом помогает мне очень наша команда объединения Чатырдах, которое возглавляет Мамутаха Чурлу. Стала изучать с помощью нашего педагога Мамутаха Чурлу язык орнамента, понимать глубину мыслей, которых хотели выразить наши мастера, вышивальщицы, и донести до окружающих свои мысли уже с помощью этого языка. Я думала, размышляла, как это выразить, как трансформировать наш орнамент уже язык именно в войлоке. Самое первое, что мне пришло в голову, это создать аппликацию войлок на войлоке. Когда я стала знакомиться с технологией приваливания нити, мне очень захотелось узнать, как можно геометрический уже орнамент, этот орнамент, как можно создать его с помощью этих нитей. То есть, по сути дела, это была имитация ткачества, но с помощью войлока. В этом панно зашифрован определенный посыл, определенный смысл, пожелание продолжения рода в семье, то есть чтобы дети, потомки продолжили, были благополучны, были защищены. Вот эти охранные пояса защищают, оберегают гармонию в семье, достаток, благополучие. Зеленый цвет он успокаивает, придает такую стабильность, радует глаз. Желтый цвет он освещает, это солнце. Нам есть о чем сказать миру, показать связь с нашими корнями, как этот орнамент обогащает эти изделия, как изделие сразу получает такую изюминку, акцент, аутентичность. И реально, когда смотришь на
эти изделия, чувствуешь вот этот этношарм. И это так здорово, и ты радуешься, что ты это сделал, у тебя это получилось, что-то вот добавить, внести какой-то свой небольшой, такой маленький вклад, ну, в культуру нашу. Иногда вот источником вдохновения является вот просто сам материал. Когда я начала создавать свои изделия из войлока, у меня с применением шелковых тканей, у меня возникла необходимость окрашивать их самостоятельно, потому что в магазинах я эти цвета приобрести не могла, не было заданного цвета, не было заданного оттенка. И я задалась целью научиться окрашивать их самостоятельно. Настолько увлекательный этот процесс, я чувствую себя таким ребенком, когда смешиваю краски, и у меня получаются совершенно новые цвета, оттенки. Я просто наслаждаюсь этим процессом. Шелк я использую для ламинирования поверхности. То есть на шерсть кладутся нити и закрываются окрашенным мною шелком. Оттенок изделия задается как цветом шерсти, так и цветом шелка. Этим можно играть, этим можно управлять. Войлок очень сильно меня изменил, мой характер, мое мировоззрение, мое мироощущение. Самое главное, чему меня научил войлок, это умение любить. То есть любить вот, и принимать мир таким, каким он есть. А для меня это большая радость, мое счастье. У меня есть возможность выразить себя, воплотить то, что я задумала. И у меня есть для этого инструмент, есть для этого средства. Это мои краски, вот, эти материалы, мои краски. Я как художник, не знаю, просто вот беру, как бы рисую свою картину, да, свое полотно. Вот, этот материал, он живой, он откликается на твои эмоции. У войлока есть душа, он с тобой коммуницирует. Это очень харизматичный материал. Этот труд, это очень такой кропотливый, терпеливый труд, не день ото дня, и ночью иногда встаешь, потому что идея пришла, и вот как бы думаешь не забыть, сделать или записать что-то хочется, потому что потом можно забыть. И вот ты живешь постоянно в этом процессе. Я вот, когда работала даже менеджером, я могла там составлять договора, но мысли у меня были о войлоке. Я скорее бежала домой, чтобы что-то сделать, потому что я уже не могла без этого жить. Но это, наверное, надо этим жить, чтобы достичь чего-то, да, в своей жизни. Надо это в первую очередь это надо любить. Вот когда ты любишь, ты и время тебе нипочем, и твои усилия, потому что ты знаешь, ради чего ты это делаешь. Когда тебе что-то нравится, ты готов там иногда и сутками работать, потому что от этого глаза горят, и вот от этого ты становишься счастливым. Я благодарна очень Аллаху, что мне дали, такое вот замечательное счастье и возможность заниматься ими именно на родине, на родной земле.